Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Том 135. Жизнеописание 22. Уйгур Тёгэшу, губернатор империи Хубилая, спасал Китай от монгольской резни. Тёгэшу уйгур из Турфана. Его род поколениями проживал в Учене, 5 городов Турфана. Позднее он переселился в столицу Даду хан Балык, дед Даши, был стратегом и пользовался доверием уйгурского народа. Когда Чингисхан отправился в западный поход, Идикут Турфана взволновался и вызвал Даши для обсуждения дальнейшей стратегии. Даши пришел в парчевой одежде и белой собольей шапке. Он признал, что пришла воля небес, и уговорил своего правителя принести дары Чингисхану и признать себя вассалом, чтобы обезопасить уйгурское государство. Ему был пожалован титул шаншу-министра. Когда Чингисхан возвращался с войском, князья сказали императору: «Сын Даши Еличжу храбр и искусен в бою, а возглавляемое им уйгурское племя к тому же могущественно. Слышали, что этот человек часто думает о том, чтобы привести свой народ и присоединиться. Но у него не было удобного случая. Почему бы не пригласить его?» Чингисхан одобрил это предложение. Немедленно издал указ о предоставлении ему 500 лошадей, чтобы встретить его. После прибытия его принял Чингисхан на аудиенцию и очень высоко оценил. В год Цзимао 1219 год Чингисхан отправился в западный поход. Елишу следовал за князем Анчжитаем, сыном Чингисхана. Героически сражался и имел заслуги. Был очень приближен. Князь как-то раз сидел под пурпурным балдахином, и когда услышал, как Елишу обсуждает дело, его лицо озарилось радостью, и он долго хвалил его. Когда Елишу решил удалиться, князь убрал свой балдахин и провожал его на протяжении 10 лет. Затем Елишу получил должность, совмещающую руководство 4 императорскими гвардиями и звание Битекчи. В год Жинчень 1232 год следовал с войском в походе против царства Цзинь. Его боевые заслуги были самыми многочисленными. Награды и вознаграждения были очень щедрыми. В год Цзяю 1234 год помогал Наёну Худуху и провел перепись китайских дворов, планирование налогов и повинностей, и в распределении земель между высшими сановниками. Люди признавали его проницательность. Тёгэшу был старшим сыном Елишу. Он был особенно талантлив. Однажды некто, собрав войска, поднял мятеж. Тёгэшу повел членов уйгурского рода и сражался с ними у озера Юэрхэй. В то время шли военные действия, документы и приказы были многочисленными и срочными. Тёгэшу все их фиксировал без единой потери или ошибки, используя письменность своей страны, уйгурское письмо. Император очень восхвалял его. В годы правления Чжиюань 1264 год был повышен до Даругачи провинции Шаньдун-Дичжоу, затем переведен на должность Даругачи в провинцию Хубэй-Дианьф. Когда местный житель Цай Чжифу поднял мятеж с толпой последователей, Тёгэшу повел своих людей на штурм, пренебрегая стрелами и камнями, первым пошел, получил несколько ранений копьями, но все еще не прекращая бой, и в конце концов подавил мятеж. Главнокомандующий разгневался и хотел вырезать город. Тёгэджу попросил мятежников, всего лишь несколько человек, включая Цай Чжифу. Но какое отношение к этому имеют простые люди в городе? Почему бы не казнить лишь его сообщников? И остановиться, не позволяя казням без разбора затрагивать невиновных. Главнокомандующий похвалил его за искренность и добросовестность. И город был спасен. Тёгэшу последовательно занимал должности вплоть до Цзиедафу, добродетельный советник, и Даругачи Чжоулу, Сэзиньха, провинция Чжэцзян. Во всех местах его службы он оставлял заметные административные достижения. Скончался в год Цзихаэры Даде 1299 год. Император Темур Чен Цзун распорядился, чтобы его внук Хайший доставил его гроб для погребения в столице. Посмертно пожалованы звания: Жунлу Дафу, прославленный чиновник, высший почетный ранг; Пинчжэн Чжэнши, управляющий делами Цзиньчжэ провинции Цзинсу; Чжуга, опора государства, высший аристократический титул, пожалован посмертно титулом Юньга Гун, герцог Юньга. Посмертное имя Цзяньсу простой и строгий. У него было 4 сына, и Цзянь Йили с детства служил во дворце наследника престола Чинкима Юйцезуна, сына Хубилая. В 15-й год Чжиюань 1278 год был Суаньши, глашатай в Чжуншушен, центральная секретарская палата. Однажды был послан с миссией в Хэнань. Как раз в Бенлине, Кайфэн и Чжэнчжоу была сильная эпидемия. И Цзянь Йили приказал в деревнях и поселениях строить больничные хижины, заготовить лекарства и снадобья, чтобы содержать больных. Благодаря этому множество военных и гражданских лиц остались в живых. Был повышен до Чжишэн Шижэнь, секретарь при управлении делами.
По поручению Чжун Шушен был отправлен для инспекции запасов в Шанду, верхняя столица, Кайпин. По возвращении император пожаловал ему комплект парчевой одежды и соболей шубы в знак признания его способностей. Затем был назначен до Ругачи области Худжоу, провинция Чжэцзян, где и скончался на посту. Второй сын, Юэ Леньшу, заместитель правителя области Анлфу Синьян, провинция Хубэй. Третий сын, Бача, заместитель правителя в Сюньчжэньюане, палата по делам буддизма. У него было 9 внуков. Хайший был сыном И Цзяньили, начиная с должности в личной гвардии императора Хубилая Ши Цзу. Он последовательно занимал посты вплоть до Тайчжун Дафу, великий срединный чиновник, высокий ранг, и до Ругачи области Ханчжоу, проявил милосердие, призывая и возвращая беглых крестьян. После смерти посмертно пожалованы звания Ханлинь Чжи Сюэши, академик Ханлинской академии, и Фаньян Цзюньхоу, князь округа Фаньян. Посмертное имя Хуэминь, милостивый и старательный.